10 октября в Осаке прошло мероприятие, посвященное нынешнему положению уйгуров. В мероприятии, организованном депутатом парламента господином Маруямой и Японской уйгурской ассоциацией, приняли участие члены Японской палаты представителей Нагагу Такаши, 12 депутатов городского совета и мэры соседних городов. Представитель Всемирного уйгурского конгресса в Японии и почетный руководитель уйгурской ассоциации Ильхам Махмуд заявил, что первая сессия свидетельских показаний прошла плодотворно. В мероприятии также приняли участие глава Уйгурской ассоциации Японии доктор Абдукарим Абдурахман, его заместитель Ахмед Лятиб и член правления Халмат Розахон. Со специальным докладом о текущем положении уйгуров выступил Ахмед Лятиб. 6 уйгуров, проживающих в Осаке, также дали показания о сотне жителях региона, включая своих родителей и родственников. Официальный представитель и заместитель председателя Республиканской народной партии Турции Фаик Острак отреагировал на молчание правительства и председателя партии националистического движения Девлета Бахчели относительно преследования уйгуров. Острак сделал следующее заявление. Имеется ли у них ссора с Китаем? Нет. Напротив, их отношения настолько хороши, что они не могут выступить против зверств, совершаемых Коммунистической партией Китая в отношении уйгуров. Они боятся подписывать обращения и документы международных организаций, которые хотят предотвратить репрессии. В то время как мусульманские страны, так же как и раньше, наблюдают за жестокой политикой Пекина, Запад предпринял очередной шаг против систематического геноцида уйгуров. 39 стран, включая Германию, США, Великобританию, Францию, Гаити, Монако и Гондурас, потребовали освобождения уйгуров, содержащихся в концентрационных лагерях. Отсутствие в списке мусульманских стран, кроме Албании, а также Боснии и Герцеговины, вызвало негодование международного сообщества. Китай сообщил о задержании большого количества людей, работавших в шпионской сети Тайваня. Китайское государственное телевидение показало документальный фильм, где рассказывается, как некий Моррисон Ли отправился в город Шэньчжэнь, чтобы тайно снять фильм о китайской вооруженной полиции. Но стражи порядка были начеку. Ли взяли, и теперь он, облаченный в тюремную форму, кается перед миллионами телезрителей. «Я очень извиняюсь, я сделал много плохих неправильных вещей и, возможно, нанес ущерб родине и стране». В Тайбэе власти назвали шоу полной ерундой. Одного из наших людей специально заманили в ловушку, чтобы обвинить в шпионаже и преднамеренно нанести ущерб отношениям сторон по берегам Тайваньского пролива, говорится в заявлении Тайваньского совета по делам материка. В Китае не впервые подозреваемых в преступлениях показывают по телевидению до вынесения приговоров судом. Правозащитники такую практику считают возмутительной. В Китае, известном как место происхождения коронавируса, власти приняли решение о тестировании населения целого города. В китайском портовом городе Циндао обнаружили 12 больных COVID-19. В течение 5 дней на COVID-19 протестируют всех жителей города, а это 9 миллионов человек. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что после того, как 11 октября в городе было выявлено 3 случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной из местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. Организация Объединенных Наций сообщила, что за последние 20 лет произошло быстрое увеличение количества чрезвычайных погодных явлений и стихийных бедствий, от которых пострадали 4 миллиарда 200 миллионов человек. Мировая экономика понесла убытки примерно на 3 триллиона долларов. С 2000 по 2019 год Бюро ООН зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф. За последние 20 лет вдвое увеличилось количество наводнений, штормов, засух, лесных пожаров, землетрясений, цунами и других чрезвычайных погодных явлений, повлекших за собой наибольшие человеческие жертвы.